Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что ждет вас в ближайшие 10 дней? Давайте посмотрим, что судьба вам готовит. Загадайте на себя и на события следующих 10 дней. Пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а вы на коне. Тьфу-тьфу-тьфу. Хороший знак. Быть на коне — это замечательно. Во-первых, вы заняты своим делом. Либо ваша работа, ваше задание у вас получается. Вас хвалят. Вы сами собой довольны. Дела очень хорошо продвигаются. Ну и также быть на коне, быть выше всех. Да? У вас какое-то привилегированное положение. И люди на вас равняются и не могут с вами сравниться. Очень хороший знак. И лошадка такая прям ладная, стройная, четкая. И вас она как будто бы, знаете, очень легко несет на себе. И вам приятно с ветерком кататься, и лошадка что надо. Вот единственное, что меня смущает, то, что лошадка у вас движется по направлению влево. То есть это говорит о том, что для вас самих это будет большой неожиданностью оказаться на коне. Либо вы, например, там чем-то разочарованы, за что-то очень сильно переживаете, в каких-то таких, знаете, не очень положительных энергиях находитесь. Но судьба решила вас, я так понимаю, удивить и немножечко разнообразить вашу жизнь. Поэтому все будет получаться, поэтому будут какие-то очень интересные результаты, очень интересные начинания, очень здоровская такая реализация. То, чего не ждете, грубо говоря, вот оно с вами и будет происходить. И это замечательно. Дальше показано, что ветер уносит от вас какого-то воздушного змея. Воздушный змей в гаданиях на песке — это вообще знак опасности, знак неприятностей. Но ветер этого воздушного змея, опять же, уносит из вашей жизни. Причем такой сильный, я понимаю, порыв ветра несет этого змея далеко-далеко, еще и высоко. То есть рукотворно, либо какое-то там роковое стечение обстоятельств. Что-то должно неприятное было произойти. Может быть, вы это неприятное и ждали, но оно не случится, потому что ветер унесет. Да, плохого не будет. Беду от вас точно отведут, неприятности отведут, какие-то негативные события. Не будет над вами летать этот воздушный змей, он улетит далеко-далеко. Дальше колокол показан. Колокол, какой-то человек в этот колокол буквально вот бьет, да, колокольный звон. Это какие-то очень важные новости. Либо какое-то оповещение, либо вот кто-то экстренно выйдет на связь, как раскат колокольного звона, да, новость придет, оглушает немножечко, но с другой стороны, опять же, событие неплохое, но уникальное, да, опять же, не ждете, не думайте с левой стороны, но услышите этот колокольный звон. Мне вообще идет, что это образ мужчины, да, мужчина бьет в колокол, да, и идет колокольный звон. Ну, даст о себе знать 100%. Вы все узнаете, услышите. Даже так немножко как встрепенетесь, да, потому что, оглушающий звук идет. Дальше показывают какого-то мудрого человека. Этот мудрый человек принимает решения по поводу вас и по поводу других людей. Да, мудрый. Вот я поняла, почему мудрый. Потому что человека нельзя обмануть. Вот вы живете очень честную, праведную и кристально чистую жизнь, да? И есть люди рядом с вами, которые ради достижения своей цели готовы, на любое, да, действие, там, подлог, обман, лицемерие, воровство, там, не знаю, поливать ближнего грязью, да, вот как-то так мне идет. Вижу цель, не вижу препятствий. Но вы же живете честно. И вот мудрый человек,
от него все зависит, либо от нее все зависит. От этого человека не скроется, кто плохой, а кто хороший. Кому действительно нужно там помогать, либо кого действительно нужно поощрять, продвигать, да, а кто и сам справится. Ну, вот эта пословица, да, что таланту нужно помогать, а бездарность сама пролезет, да, пробьется. И вот этот мудрый человек, он четко видит, кто вы, и протягивает к вам руки. Тут, конечно, будут некоторые персонажи возмущаться, но это не важно, потому что руки протянут именно к вам. То есть вам будет помощь, вам будет привилегия, вам будет почет, вам что-то будет даваться, предлагаться. Потому что вы честный человек, да? А вот нечестным людям, ну, этот человек просто даже не повернется к ним, да? Ничего не будет предлагать, отвернется и даже не повернется. И, конечно, они будут возмущаться, но это уже не столь важно. Дальше показывают уверенного в себе мужчину в окружении красивых женщин, разных красивых женщин, давайте скажем так. Потому что тут женщин так интересно показали. И высокие, и малышки совсем такие дюймовочки, да, также худенькие, полненькие, разные. Я так понимаю, что разные и по внешности, и по, скажем так, внешним данным, по возрасту разные, по масти разные. Ну, я так понимаю, что мужчина интересный, все они хотят обратить его внимание на себя, вокруг него там трутся, бьются. Но этот мужчина, он верен себе и верен той женщине, которую он любит. Ну, либо который слово дал, да. Допустим, если ваш муж волей судьбы оказался в каком-то, либо окажется в каком-то женском обществе, знайте, что он будет верен вам и на других женщин не будет обращать внимания. Даже если они там перед ним начнут раздеваться все вместе и предлагать себя, да, он не отступит от своей верности, от своего слова, данного вам. И также, мои хорошие, если вы с кем-то начали общаться, встречаться, и мужчина такой импозантный, интересный, и действительно за ним женщины бегают, знаете, что на других женщин внимания не обращают. Он выбрал вас, и он вам так и сказал, что ты для меня вот одна единственная, только хочу с тобой быть, и так он и поступает. То есть, когда вас нет рядом, да, его окружают женщины, но к этим женщинам он равнодушен, не испытывает никакого, ни притяжения, ни симпатии, ни интереса, он только лишь верен своему слову, верен вам. Дальше, мои хорошие, какой-то квест, какая-то загадка, головоломка даже, да, не загадка, головоломка. Вот, судьба решила немножечко вас, я так понимаю, взбодрить и подкинет вам достаточно такую крупную головоломку. Задача со звездочкой. Вам сразу совет, только не нервничайте. Пусть медленно, постепенно, поэтапно, но двигайтесь к своей цели. Вам эта головоломка покорится. Вы сможете все решить, вы сможете дойти до конца, вы сможете там любой узел распутать. Главное не нервничать и не спешить, потому что как? Поспешишь, людей насмешишь. В своем темпе, по своей скорости, да, делайте, у вас получится. Главное, не бросайте, потому что здесь загвоздка именно в том, что вы можете вот как-то разнервничаться, сказать: ой, у меня не получается, развернуться и уйти. Так делать нельзя. Возможно, вас судьба решила проверить, а возможно, решила испытать, а возможно, решила, действительно как-то переключить ваше внимание с чего-то на что-то, да, отвлечь. Получится. Я вижу, разберете, прям по косточкам разберете, да, по этим элементам разберете, все у вас получится. Дальше показан чайник. Чайник горячий, даже такой дымок, пар идет от него. На чай. Кто-то придет на чай, либо вас пригласят на чай. Также чайника могут показать семейные посиделки. Посиделки в узком семейном кругу. Да, вот соберутся родственники за чаем. Это не обязательно, что будет чай, да, просто вот что родственники соберутся и качественно проведут время. То есть всем будет приятно, всем будет хорошо. Дальше показывают женщину. В руках у нее вот предмет такой на веретено похожий. Если помните, наши там прапрабабушки, они пряли пряжу, у них были вот это вот колесо, веретено. Я даже помню такой аппарат у моей прабабушки. Он уже, конечно, был такой наладан, дышал, и уже никто им не пользовался, но хранился как семейная реликвия. Это вообще было приданное, да? Девушка выходила замуж со своим приданым,
И это было веретено. Потом это уже были эти швейные машинки, ну, технологии, да, идут вперед. Но до этого было веретено. Какая-то работа вам предстоит. Работа сложная, я не буду лукавить и скрывать от вас не стану. Но при этом нить, это нить, да, веретеном придут пряжу, получается нить. Вы создаете нить судьбы. То есть работа, которая в будущем принесет вам очень классные результаты. Либо именно сейчас, делая какую-то работу, вы закладываете фундамент будущего. Ну, допустим, сложная работа, и вы ее делаете, вы учитесь ей, да, вы вспоминаете, либо обретаете этот навык. А в будущем вы можете действительно благодаря этому либо с какими-то людьми сойтись, либо очень удачно устроиться в какую-то, не знаю, крутую фирму. Да? То есть то, что будет сделано сейчас, будет для вас наградой в будущем, да, либо принесет вам награду в будущем. Ну а если мы рассмотрим в плане вот нить судьба, то все ваши действия, которые вы будете предпринимать, будут прямо отражаться на вашей дальнейшей жизни и судьбе. Ваша судьба в ваших руках. Вот какую хотите нитку, такую и делайте. Хотите тоненькую, хотите потолще. Да? То есть все в ваших руках. Дальше. Какой-то топор. Не топор, тесак, наверное, даже. Человек в капюшоне, палач, наверное. Вы меня извините, но очень похоже, что палач заносит свой топор над каким-то человеком. Ну, это может быть прямым знаком суда, правосудия, административного либо уголовного преследования, расследования. Ну, не расследование реже проигрывается, больше, да, как вот всякие судебные эти моменты, правоохранительные моменты. Человек долго, знаете, вот прыгал, увиливал от ответственности, просто погряз во вседозволенности, но теперь палач над его головой заносит топор. Ну, для вас это момент прояснения, и хочется сказать, наконец-таки вы дождались. Дождались, что все вот случится как должно, что закон наведет порядок, да, что правоохранители вмешаются, ну, либо тот, кто виновен, будет отвечать, будет наказан. У вас хорошие эмоции по поводу этой ситуации. У человека, над которым занесен топор, очень плохие эмоции. Да? Прям человек там в истерике будет, в конвульсиях биться. Но с другой стороны, нужно было себя вести нормально. Ты же сам виноват в том, что с тобой происходит. Возможно, вы предупреждали, возможно, вы даже уговаривали, но человек не послушался. Ну и вот допрыгался, мне идет. Дальше. Кто-то у меня в коньках. Я понимаю, что весна не сезон, но тем не менее, почему-то на вас прям надеты коньки. Коньки — это, конечно, интересно. Да? Кто катался на коньках, те знают, что очень интересно. Вот эта скорость набираешь. Опять же, держишь баланс, но с другой стороны, это и опасно, потому что ты идешь, катишься по скользкому льду. Ну, я так понимаю, что вы опыт в этом имеете. И да, тут какое-то событие, либо ситуация связана с тем, что вам придется рискнуть. Вот, кстати, да, судьба помогает вам в этом случае, потому что вы не пошли по скользкому льду, вы на коньках поехали. А коньки — это же прям идеально для льда. Можно и разогнаться, очень быстро проехать этот скользкий участок, да. Если бы у вас коньков не было, то было бы прям травматично, да, опасно и травматично. Но поскольку коньки есть, это будет какой-то очень короткий момент, но достаточно экстремальный, да, связан с риском. С правой стороны ничего страшного, да, нервишки немножко погуляют, пошалят, но с другой стороны все очень быстро как решится, либо случится, либо закончится. Да, будете на коньках кататься. А у кого-то впрямую, да, пойдете на каток и прям душу отведете, детство вспомните, либо там лучшие годы, и покатайтесь здорово на коньках. Так что, мои хорошие, будет весело. Скучно точно не будет. Дальше показывают какую-то странную птичку. У нее очень-очень сильно длинный и загнутый клюв. Но это не дятел, нет. У дятла, наоборот, клюв такой прям длинный, но острый, да. И на этот, не на нож, на кинжал похож. А здесь прям такая удивительная птица. И что интересно, у нее очень длинные крылья.
птица, которая расправила крылья. То есть она не летит, она как будто бы стоит на земле и расправила свои крылья. Птица. Возможно, вы каким-то своим постом, либо публикацией там, в соцсетях, на каком-то форуме, в каком-то чате привлечете к себе внимание. Всем очень может понравиться эта тема, которую вы затронули. Либо, может быть, вы обратитесь с вопросом к сообществу в интернете, и люди заинтересуются, будут стараться там, вам ответить, дать вам адекватные, хорошие ответы. И также у кого-то отыграется, что вы решитесь и куда-то к кому-то письменно обратитесь. Это может быть письменное заявление, обращение, это может быть письмо, это даже может быть какая-то заявка. Я так скажу. Длинный клюв говорит о том, что будет перспектива от этого, да, то есть все может хорошо закончиться. Не сразу, но со временем. Но вот мне идет, да, что вы умеете донести свои мысли, и у вас это здорово получается. Людям нравится то, что вы пишете, люди понимают то, что вы хотите до них донести. Дальше. Здесь бабочку показывают. У бабочки крылышки обгорели. Но бабочка не летит, но идет в вашу сторону. Может быть, это кто-то, кто, скажем так, любит соблазняться, любит какие-то экстремальные развлечения. Может быть, человек, который был в каком-то загуле, да, возвращается с обожженными крылышками. Почему? Потому что знает, что вы поможете, что вы примете, что вы пожалеете, что вы откроете двери своего дома. Скорее всего, это не про личные отношения там, между мужчиной и женщиной, а больше как про родственные. Ну, допустим, у вас там брат любит погулять, покуролесить, либо, может, это ваш сын, да, молодой и горячий, может, внук. Ну, в общем, кто-то придется вам эту бабочку, этого мотылька лечить. Ну, а куда деваться? Кроме вас некому, да. Ну, опять же, человек идет к вам. Почему? Потому что доверяет. В первую очередь доверяет вам. Это тоже должно быть для вас стимулом. Ну, кто не ошибался? Вот скажите мне, да, все ошибаются. А если это молодой человек, ну, а когда ему еще гулять? Вот молодость пройдет, когда гулять? Пусть сейчас нагуляется, потом зато будет хорошим, приличным семьянином. Так, еще. У вас большая сова сидит, прям так, знаете, по стойке смирно. Как будто бы вот крылья прижала и боится их раскрыть, да, чтобы тайна не раскрылась. Потому что когда сова либо филин открывает свои крылья, то открываются тайны. Скрытое становится явным. А тут прям максимально напряженная сова, либо филин максимально напряженный. Но вы найдете подход. Вы сможете заглянуть под крыло. Вот здесь вы проявите свою принципиальность. Вы скажете: так, я же не успокоюсь. Вот пока не узнаю, не успокоюсь. И вы через какую-то хитрость, либо какую-то ловкость свою, да, проявите и увидите, узнаете. Да, может быть, так разговорите человека, что он проболтается и даже сам того не заметит. Да? Какие-то будете задавать хитрые вопросы. Человек будет отвечать, а вы там сопоставили, там примерили, лекало подставили. Ага, все понятно. Да? Человек, сам того не понимая, проболтается. Ну, либо, может, вы что-то расшифруете, либо подберете к чему-то пароль, код какой-то подберете, тоже может быть. Люди разные, да, кто-то увлекается технологиями, там, компьютеры, эти все хакеры, может, среди моих зрителей есть. Ну, найдете, может, хакера найдете, да, который вам там что-то вскроет, откроет и все расскажет, либо покажет. Как бы этот филин, как бы эта сова не прятал то, что имеет под крыльями, вы все равно узнаете. И у кого-то даже это, знаете, как дело принципа. Вы такая: нет, я не уйду, пока не узнаю. И действительно, пока не узнаете, не успокоитесь. Так, и еще женщина на палку опирается. Я не могу понять, это палка трость, либо это палка просто как палка, либо это даже костыль может быть. Женщина именно, да, может возрастная, может и молодая, но явно что-то с ней не так. Эта женщина, она какая-то профессиональная плакальщица, поберушка, и она явно лукавит. Да? Она может прийти, там, прикинуться больной, хромой, косой, рябой,
про инвалидность там что-то вам рассказывать. Ну, на самом деле с ней все в порядке. Эта палка, это как камуфляж, это часть ее типа образа, и эта палка ее типа кормит, да? Ну, потому что всегда можно прикинуться больной, либо там еще какой-то, и люди добрые пожалеют. Смотрите, это может быть в прямом смысле слова встреча с такой женщиной, которая будет просить у вас материальной помощи, либо это может быть ваша знакомая женщина, которая, например, хочет переложить на вас свои какие-то задачи, проблемы. Она может с вами созвониться, либо прийти лично, сказать: вот видишь, там травмировала ногу, либо мне так плохо, да, я вот не могу, а вот ты за меня сделай, там, за меня поработай, за меня сделай то, за меня сделай это. Вот, не верьте этой женщине, у нее все в порядке, это все камуфляж, это все маскировка. Ей нравится, когда делают за нее, либо она живет тем, что она у других людей помощь просит, и зачем ей работать, зачем ей вообще напрягать свою пятую точку. Это профессиональная плакальщица-попрошайка. Вот все. Вот такой вам ответ. Дальше показывают большой такой замок. Какие-то люди пытаются его не открыть, но сорвать. А замок такой, знаете, вот навесной с дужкой. И уже они и плачут, и рыдают, да, а ничего не получается. Вот. И я вижу, что эти люди к вам обратятся. Либо эти люди, возможно, не хотели изначально вас звать с собой, но деваться некуда, да, замок не открывается, придется вам во всем признаться, либо придется вас пригласить для того, чтобы вы помогли. А вы, я так понимаю, что знакомы с такой системой, да, знаете, как такие замки открывать, а может быть, у вас вообще универсальная отмычка есть. Так что не удастся им ничего от вас скрыть. И, ну, если это что-то ценное, да, то придется с вами поделиться. Вы возьмете свою долю, а как по-другому? Может, на работе такая ситуация, да, решили там они премию себе заработать в обход вас. Стали там биться, ломаться, страдать, а не получается. Все равно придется обратиться к вам. А вы скажете: ну, и тогда я в доле, да, и тогда и меня запишите на премию. Или отдайте мне мою часть. Вот и все. Может, даже это какие-то начальники, руководители решили под шумок там выделиться. А не получится без вашего мастерства и без вашего профессионализма. Дальше, мои хорошие. Вы кому-то что-то предскажете, человек не поверит, но буквально в считанные часы, либо в считанные дни с человеком это случится. Смотрите, это может быть какое-то пророчество, предсказание. Это может быть даже и ваше заключение. То есть вы смотрите на человека, видите, как он себя ведет, либо как поступает, и говорите: ну, ты плохо закончишь, да, у тебя будут проблемы. И человек такой: хихи-ха-ха, да, что ты там каркаешь. Буквально там проходит пару часов, и все, вы узнаете, что человек там попал, да, либо у человека начались серьезные проблемы. Может, вы в принципе на человека посмотрите, и у вас какие-то мысли пойдут, и вы поделитесь вслух. И опять же, человек, вот мне идет, не верит, но с человеком это происходит. Вы знаете, этот человек буквально всему миру расскажет про вас и про ваши способности. Причем этот человек может это подать не так, что вот вы можете видеть будущее, либо вы четко анализируете людей, а подать, как будто бы вы какая-то страшная ведьма, либо вы какой-то лихой колдун, который проклинает людей, да, потом у людей проблемы идут. Ну, может еще, конечно, сказать, что вы типа волшебник, либо волшебница. Но это если что-то хорошее предскажете. В любом случае про вас начнут говорить, про вас начнут думать. И вот почему-то мне еще идет какие-то любопытные, которые просто хотят посмотреть, кто вы такая, кто вы такой. С одной стороны, в принципе, вы, конечно, можете обидеться на это все дело, но с другой стороны, потом вы оцените, что информация все-таки вам в помощь, потому что дураки не будут к вам приставать, не будут вам мешать и будут вообще обходить вас стороной, а умные люди, они просто в это не поверят, да? Либо они не будут к этому относиться с подачи, что вы там колдунья, либо колдун. То есть скажут: ну да, человек, скорее всего, обладает интуицией, либо даром ясновидения, а может быть, человек умеет действительно вот анализировать и просчитывать наперед. Ну вот как-то так мне идет. Но вижу, что общество немножко разделится, и вам это будет выгодно, да, как защита от дураков, чтобы дураки не путались под ногами и не мешали вам там, не знаю, жить, что-то делать, там, не приставали, чтобы боялись лишний раз с вами спорить, либо лезть к вам на рожон. Дальше показывают
какую-то странную черепаху. У нее нет панциря. Где панцирь, непонятно. Голая черепаха, вот. И эта черепаха без панциря, она такая мобильная, она такая быстрая. И от ее ловкости у вас прям в глазах рябит. Вы думаете, ничего себе, показалось, да, быть такого не может. То есть, скорее всего, либо это какой-то человек, который отличался ленностью и медлительностью, вдруг покажет чудеса, не знаю, там, ловкость акробата, либо человека, который занимается паркуром, да, вот когда там бегут, прыгают, перелазят, да, там просто сумасшедшие трюки показывают. Удивит так удивит. Вот, скажете, ничего себе. А ты так умеешь, да, разве так можно было? То есть, в принципе, вам понравится. Еще я вижу, что это человек на вашей стороне, либо для вас что-то будет делать. То есть вы, например, думаете, этот будет долго ковыряться, либо придется ждать там месяцами. Но человек такой, нет, сейчас все сделаю. И действительно очень быстро все сделает. Ну, а у других отыграется, что вы настроены, либо вам сказали, что нужно долго ждать, но ситуация настолько быстро происходит, что вы не успеваете, не знаю, там, перевести дыхание и думаете, обалдеть. Кто бы мог подумать, просто за одно мгновение все может произойти. Ну, в любом случае, черепаха без панциря на правой стороне, это ваша сторона, это то, что хорошо для вас. Так, про деньги вот хочу вам сказать. Деньги любят счет, это первое. Считайте. Считайте деньги, пересчитывайте. Это, кстати, очень полезно. Это как перекличка, да? Деньги тогда меньше тратятся и больше сохраняются, и еще и прибывают у некоторых людей. Считайте свои затраты, считайте возможные варианты. Ну, например, да, у вас как рядом с домом есть магазин, но там дорого. Но если, например, поехать там несколько остановок от дома, можно найти там гипермаркет, да, где хорошие скидки, либо цены пониже будут. То есть вы считаете, если я сейчас там пойду, мне нужно купить всего лишь там 2-3 продукта, то мне невыгодно ехать, потому что деньги на проезд нужно тратить, там, на парковку, на проезд, на сопутствующие какие-то расходы. А вот если вам нужно скупиться прям на неделю, то, конечно же, лучше поехать в большой гипермаркет и обрести свою скидку, да, либо купить продукты, которые стоят дешевле, и экономия будет налицо. То же самое, мои хорошие, нужно понимать, куда уходят деньги. И еще по поводу денег могу так сказать, что вам идет рекомендация понемножку собирать деньги. И почему-то вот наличные показывают. Может, если по возможности тратить электронные, да, вот с карточки оплачивать, но наличные лучше всегда вот как-то собирать, подкопить наличные. Да, важно подкопить наличные. Деньги у вас будут. Нет такого, чтобы вы там сидели и грустили, да, и в холодильнике у вас мышка повесилась. Нет, такого я не вижу. Но, тем не менее, да, нужно быть поаккуратнее с деньгами, считать, просчитывать все возможные варианты, экономить, ну, по возможности, конечно, да. И вот наличные должны быть. И деньги нужно все-таки больше аккумулировать для будущих каких-то покупок, либо для каких-то серьезных и важных для вашей жизни трат. Да, вот куда попало, не спускайте деньги. То же самое с хотелками. Да, вот сейчас хочу, не могу, прошло там полчаса, и вы уже про это не вспоминаете. Вот такое правило, да, есть, что если ты чего-то очень сильно хочешь, отойди, подожди 10-15 минут, а потом еще раз вернись, да, если желание не ушло, тогда покупай, если желание ушло, ну, иди мимо, иди домой, либо по делам иди, это важно. Так, мужчины, что это у вас тут такое? Здесь мужчина, жука. Так, вороны. Такие громкие, так близко пролетели к окну. Но это явно что-то будет. Во-первых, мужчины жука поймали за усы. Во-вторых, вы явно что-то узнаете. Узнаете то, о чем никогда не знали. И эта информация может вас даже повергнуть в шок. Почему-то мне кажется, что это как-то связано с заработками, с работой, с бизнесом, с возможностью зарабатывать.
Жуки, они вообще к деньгам, всегда к деньгам. Вы схватили жука за усы. Ну да, узнаете, получите возможность приобщиться к этому делу, либо войти в этот бизнес, войти в эти заработки. В принципе, неплохо. Главное, держите крепче этого жука и не отпускайте. Желательно его не только за усы держать, но и за все тельце, да? Либо там его, не знаю, схватить в карман, положить и будет вашим денежным талисманом. Возможно, тут даже не сам жук как жук, а, например, человек с усами. Да? У человека усы, могут быть прям усики, такие мусташ, либо прям такие усища огромные. Возможно, этот человек как-то посодействует, либо поучаствует в том, чтобы, ну, скажем так, ваши доходы росли, да? Он вам, может, путь откроет к большим доходам, либо станет источником ваших больших доходов. Ну, то есть обращайте внимание. И то, что вороны пролетели, это тоже как-то, вот знаете, прям, мне кажется, знак был. Знак о том, что вы что-то такое узнаете, чего вообще никогда не знали, о чем даже никогда не догадывались. Ну, как говорится, главное, чтобы во благо было. А события у вас вообще слева. Это будет для вас прям большой неожиданностью. Ну, что есть, то есть. Главное, чтобы, да, во благо вам пошло. Дальше. Вот четверочку, видите? Четко показали. Четверочка. Четверочка — это у нас отношения, это у нас семья, любовь, семейные ценности, союзы. Видите, вот человек четверочку отодвигает, а единичку на плечо берет. Вот она единичка, видите? Вот она четверочка, а вот она единичка. То есть будет такой момент, когда вы отодвинете семейное, домашнее, союзное и больше уйдете в свою реализацию, в то, что вам хорошо. Опять же, это не обязательно, что вы там пойдете и работу будете работать. Да? Возможно, это ваше хобби. Возможно, вы просто скажете: с меня хватит, я почитаю книгу. Я люблю читать, и из-за всей этой домашней рутины я не могу заниматься любимым делом. Да? Вот выбираете себя. Ну, опять же, единичка — это цифра эгоистов. Но если надо, так надо. Да? Если вам хочется, почему бы и нет. Может, действительно вы слишком сильно себя посвящаете семье, дому, любимому человеку. И нужно хоть немного о себе подумать, о себе позаботиться. У кого-то отыграется вот именно карьерный момент, да, когда вы будете меньше дома, но будете больше на работе, потому что вы понимаете, что сейчас у меня важный проект, либо какая-то важная ответственная работа. И если я ее сделаю хорошо и правильно, то у меня будет повышение, то я наконец-таки там преодолею свой рубеж, да, меня обязательно там назначат на хорошую должность, и дальше у меня все сложится неплохо. То есть больше уходите в себя, в личное, в карьерное, в то, что вы вот как вас могут назвать эгоистом либо эгоисткой за это. Но опять же, не обращайте внимания, столько, сколько вы давали своей семье, своим близким, никто не давал, так что не им вас судить, а вы себе можете позволить. Ну и также этот знак может означать, что именно в паре, в отношениях вы становитесь неоспоримым лидером, то есть полностью там одеяло на себя перетянули, и теперь вы единичка, теперь вы лидер. И у кого-то еще может отыграться, что вы освободитесь от отношений, которые тянули вас вниз. Но бывает тогда, что люди могут разлюбить друг друга, да, либо разочароваться в друг друге, либо приходит осознание, что вот страсть ушла, а любовь так и не пришла, да. И люди просто вот как по привычке, да, они в отношениях, а эти отношения уже никому ни радости, ни счастья не приносят. И тут принимается решение, что давай-ка мы с тобой, наверное, попрощаемся, да? То есть это не так, что там слезы, сопли, истерики, скандалы. Нет, это просто тихо, спокойно люди расходятся, может, паузу берут, кто его знает. В любом случае это с правой стороны, то есть это все полезно для вас, либо хорошо проиграется для вас. Так, в самом венце у меня открытые дороги. Причем показывает, что именно там, где дороги не было, либо дорога была полностью перекрыта, закрыта, вот именно там открытый путь, да, все преграды ушли. Либо дорогу расчистили, и теперь вы смело и спокойно можете по ней двигаться вперед. У кого-то это как метафора, да, что вы не знали, куда идти, либо туда, куда вы хотели, вы не могли попасть, а теперь вот как бы другие условия, другие возможности, иди, действуй, пробивайся, иди вперед.
получает то, что хотела, о чем мечтала. Но в любом случае открытые дороги — это всегда хорошо. Неважно, вы мужчина или женщина, и неважно, чего это касается. И неважно, это метафора, либо это конкретная какая-то дорога, да, конкретный там пункт назначения. Мои дорогие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.